В предыдущем модуле мы обсуждали, что нет единого подхода к методике внедрения гендерного бюджетирования и проведения гендерного анализа. В этой лекции мы рассмотрим более детально существующие методики проведения гендерного анализа в других странах. Гендерный анализ плюс – это основной аналитический инструмент, который правительство Канады использует для оценки влияния политик, программ, проектов на различные группы женщин и мужчин. Этот инструмент был основан в соответствии с Пекинской платформой действий в 1995 году. И по плану действий на 2016 и 2020 годы правительство Канады обязалось поддерживать внедрение данного инструмента во всех федеральных министерствах и ведомствах. Гендерный анализ плюс дает возможность оценить потенциальное положительное или отрицательное воздействие на различные группы женщин и мужчин. Основной аргумент в пользу применения гендерного анализа плюс – это то, что группы людей не являются однородными, соответственно, их потребности и интересы могут существенно отличаться. С помощью гендерного анализа плюс можно не только выявить различные роли и интересы женщин и мужчин в ведении хозяйства, обществе, на рабочем месте, в политических процессах и экономике, но и целостно проанализировать потенциальные последствия с точки зрения различных групп людей. В свою очередь, это позволяет вовремя определить потенциальные проблемы и препятствия для реализации политики, программ или проектов, предусмотреть риски и разработать стратегии их минимизации. Как учесть такие разные признаки на практике? Например, дети возрастной группы 6-10 лет, проживающие в сельской местности, и дети этой же возрастной группы, проживающие в городах, будут иметь одинаковую потребность в спортивных секциях, однако возможности будут разные. Если рассмотреть через призму еще одного фактора идентичности, такой как инвалидность, то получим дополнительные барьеры для пользования услугой спортивных секций. Этот пример показывает, что достаточно часто различные признаки, характеристики человека могут создавать дополнительные препятствия для равного участия или возможности воспользоваться услугами, предусмотренными вашими проектами или программами, различными группами женщин и мужчин. Для понимания, достаточно ли хорошо проведен гендерный анализ плюс, можно задать проверочные вопросы, и эти вопросы покажут вам, на что должен быть направлен гендерный анализ плюс, и должен ли касаться именно этой сферы политики, программы или проекта. Например, была ли исследована разница практических потребностей и стратегических интересов женщин и мужчин в сфере политики, программы и проекта? Были ли проанализированы права и возможности различных групп женщин и мужчин? Были ли исследованы отношения между женщинами и мужчинами в процессе доступа или контроля ресурсов, благ и процессов принятия решения? А также исследованы ли гендерные роли, нагрузка и разделение труда между женщинами и мужчинами в производственной сфере и домохозяйстве? А также собирались ли данные, разделенные по признаку пола, возраста, с дополнительной разбивкой по другим признакам, такие как класс, доход, речь и многие другие? Исследовано ли разное потенциальное влияние проекта на женщин и мужчин, девочек и мальчиков? Были ли приняты во внимание факторы, которые могли бы способствовать гендерному равенству? Например, потенциал, знания, ресурсы, интересы местных заинтересованных сторон. Были ли разработаны меры по уменьшению рисков или препятствий, а также исследовались ли возможности поддержки процессов расширения прав женщин и девочек? Интеграция результатов гендерного анализа плюс в Канаде полностью интегрирована в процессы деятельности правительства, что привело к повышению качества использования данного инструмента. И в 2017 году Министерство финансов рекомендовало проводить гендерный анализ плюс по всем бюджетным предложениям.
Планом действий по внедрению гендерного анализа в Канаде на 2016-2020 года предполагается ряд мер по повышению эффективности гендерного анализа плюс. Пример. Гендерный анализ плюс было использовано для обеспечения доступа к быстрому интернету для всех канадцев. И гендерный анализ плюс проводился уже по существующей программе. Целевой группой стали канадцы, проживающие в сельской, отдаленной местности и в северных регионах страны, среди которых представители обоих полов примерно поровну. Пользу от обновленной программы должны были получить как женщины, так и мужчины с доходом ниже среднего. В результате проведенного анализа было обнаружено, что хотя практически все канадцы имеют определенный доступ к интернету, независимо от места проживания, доступа к надежному высокоскоростному интернету не было во многих сельских отдаленных и северных регионах. Только 39% домохозяйств в сельской местности имеют доступ к высокоскоростному интернету по сравнению со 100 домохозяйств в крупных городских регионах. Также было обнаружено, что в Канаде частота пользования интернетом женщинами и мужчинами почти одинакова. Чуть более 80% мужчинами и почти 80% женщин являются частыми пользователями интернета. На основе полученных данных существующая программа была изменена таким образом, чтобы улучшить экономические и социальные возможности канадцев, проживающих в указанных регионах, включая молодежь, женщин, стариков и коренное население. Польза от обновления проекта заключалась также в том, что высокоскоростной интернет облегчает доступ к образовательным программам, электронным порталам системы здравоохранения, коммерческим и государственным услугам. То есть приводит к росту социально-экономического благосостояния населения. И согласно рекомендациям проведенного анализа, также будут проведены опросы для определения того, каким образом преимущества высокоскоростного интернета влияют на определенные группы с целью соответствующей адаптации программы на периодической основе. Если ни один гендерный анализ не проводится, есть риск, что политика, программа или проект усилят неравенство женщин и мужчин, что может негативно повлиять на общее функционирование учреждений или отраслей, а также ограничить достижение и устойчивость положительных результатов политик, программ или проектов. Следующий метод, используемый в Швеции, это 4R. Это инструмент для анализа действий проектов с точки зрения гендерного равенства. Метод направлен на оценку современных способов управления и финансирования, а также на выявление необходимых изменений с точки зрения удовлетворения потребностей женщин и мужчин. Этот метод был разработан в 2007 году Шведским комитетом поддержки гендерного мейнстриминга. В методе 4R к критериям оценки относятся представительство, ресурсы, реалии и была добавлена реализация. Метод 4R – это инструмент для анализа деятельности с точки зрения равенства женщин и мужчин, а также ответы на вопросы о необходимых изменениях для достижения такого равенства. Когда и как проводить анализ 4R? Он может быть использован в качестве основы для анализа и пересмотра политик, проектов, решений и финансовой деятельности с точки зрения соблюдения принципа равенства прав женщин и мужчин. Идея заключается в том, что выявленные благодаря такому анализу результаты должны стать основой для дискуссии относительно необходимых изменений. Метод 4R помогает пересмотреть видение ситуации и в целом, и если смотреть с точки зрения прав женщин и мужчин. Благодаря такому анализу можно получить информацию о распределении должностей и задач между женщинами и мужчинами, распределение между ними ресурсов, картину и последствия гендерных моделей поведения, сложившихся в определенной сфере, а также план устранения недостатков. Для эффективного использования данного инструмента необходима статистическая информация,
разделенная по признаку пола, что еще раз подчеркивает важность сбора такой информации. Первый шаг проведения анализа, соответственно, 4R. На первом этапе необходимо определить сферу анализа и целевые группы. Стоит начать с ответа на вопрос, сколько женщин, девушек и мужчин, парней задействованы на всех уровнях и этапах процесса принятия решения. Например, в тех моментах, которые могут касаться лиц, принимающих решения, работающих в организациях, пользующихся услугами или занимающихся предпринимательской деятельностью, претендующих на работу и тому подобное. Другими словами, нам необходимо ответить на следующие вопросы. Кто принимает решения? Формальный и неформальный процесс принятия решений. Кто реализует решения? Должностные лица, участники ассоциаций или компаний, а также кто является целевой группой, пользуется услугами, предлагаемыми организациями. На шаге 2 нам необходимо проанализировать, как распределены ресурсы. И также на этом этапе мы отвечаем на следующие вопросы. Каковы общие ресурсы и как они распределены между женщинами и мужчинами? Кто и что получает? Особое внимание следует обратить на следующие направления, такие как время, место, деньги, информация, развитие. Пример. При регулировании рабочего времени или прав и ограничений, относящихся к работе неполный день, следует учитывать гендерные различия во времени, затрачиваемом на оплачиваемую и неоплачиваемую работу. Подавляющее большинство работающих неполный рабочий день – это женщины. Женщины тратят в среднем 2/3 своего рабочего времени на неоплачиваемую деятельность, мужчины только 1/3. Это те разные различия, которые влияют на уровень экономической активности и на распределение ресурсов, время, доход, возможности карьерного роста. Нормы и ценности способствуют гендерному выбору в образовании и карьере, а также внутреннему распределению задач и обязанностей в семье. Различия в правах работников, занятых неполный день и полный рабочий день, по-разному отразятся на женщинах и мужчинах. Оценка гендерного воздействия поможет предотвратить дальнейшее усиление существующих различий. На шаге 3 нам необходимо проанализировать реальность, то есть как первые 2 шага влияют на гендерные нормы. Этот шаг задает следующие вопросы. Это вопросы о причинах распределения представительства и ресурсов в зависимости от пола. Первые 2 шага отвечали на вопрос «сколько?», то есть были более качественными показателями. 3-й шаг должен давать ответ на вопрос «почему?». Ситуация именно такая. Основной вопрос – кто что получает и на каких условиях. И заключительный, 4-й шаг – реализация и какие цели и меры необходимы. На данном этапе необходимо получить ответ, какие именно изменения должны произойти в политике или сфере управления, чтобы способствовать достижению гендерного равенства. На основе 3 предыдущих шагов здесь стоит описать свое видение действий, адаптированных к потребностям женщин и мужчин. Также следует определить, достаточно ли просто пересмотреть имеющиеся цели или же нужно сформулировать новые, а также какие меры необходимо предпринять для достижения целей. Результативность изменений следует измерять, используя различные показатели. Например, если целью является распределить ресурсы равноценно среди женщин и мужчин, показателем может быть статистика расходов, разделенная с учетом пола. Пример проведенного анализа в Швеции в сфере образования. Комитет по образованию в Копенгаге провел 4R-анализ программы старших классов средней школы. Комитет исследовал гендерное распределение обучаемых по различным программам. Мальчики участвовали на программах обучения по транспортному, промышленному и
электрическому машиностроению. Девочки же главным образом участвовали в программах по организации детского отдыха, развлечений, а также в программах по бизнесу и администрированию. По исследованиям второго R ресурсов эксперты сравнили стоимость места в программах с преобладанием мальчиков и девочек и выявили значительные различия. Программы с преобладанием мальчиков стоили от 81 тысячи до 114 тысяч шведских крон, в то время как программы с преобладанием девочек от 48 тысяч до 67 тысяч шведских крон. Факт более высокой стоимости программы с преобладанием мальчиков вызвал живую полемику в комитете. Среди простых объяснений прозвучал тезис, что некоторые программы обходились дороже, так как требовали более дорогостоящих помещений или оборудований. Если бы ресурсы были распределены между программами более справедливо, сколько компьютеров и программного обеспечения могли бы предложить ученикам, например, программы по бизнесу и администрированию? Возможно, распределение затрат между программами старших классов средней школы и было разумным. Но возникает вопрос о степени преднамеренности распределения приоритетов по различным программам. Очевидно, что другое распределение расходов привело бы к сокращению гендерной сегрегации в старших классах средней школы. В следующем модуле мы поговорим с вами о проведении гендерного анализа по методике, разработанную для Казахстана, а также о том, как интегрировать гендерное бюджетирование в бюджетный процесс.